Здравствуйте, уважаемые абитуриенты, поступающие на направление лингвистика, теория, практика переводческой деятельности, уровень магистратуры. Сегодня у нас с вами видеоконсультация по вступительному испытанию на это направление магистратуры и теория, практика переводческой деятельности. В чем оно будет у нас состоять? Да, позвольте представиться. Меня зовут Юсупова Юлия Рустемовна. Я являюсь доцентом кафедры межкультурной коммуникации и перевода и в настоящее время исполняю обязанности заведующего этой кафедрой. Значит, наше вступительное испытание проводится в дистанционной форме в виде тестирования. Тестирование включает в себя 4 раздела. Это знание английского языка, грамматика, лексика, словообразование, ну, собственно, подраздел грамматики, конечно, и включает раздел страноведения. Всего 25 вопросов в тесте, на которые отводится 60 минут, то есть астрономический час. Если у вас есть ограничения по возможностям вашего здоровья, и вы об этом заявили при подаче документов, то время выполнения теста для вас автоматически увеличивается на 1,5 часа. В любом случае тест выполняется. На выполнение теста отводится только 1 попытка, поэтому за вот это большое время, астрономический час, у вас есть достаточно действительно этого времени. Пожалуйста, внимательно читайте вопросы и очень внимательно, тщательно выбирайте ответы на вопросы. Проходным баллом для поступления в магистратуру по результатам вступительного испытания является 50 баллов. Максимальное количество, которое можно набрать, это 100 баллов. Что мне хочется вам сразу сказать, что наличие проходного балла в 50 достаточно для того, чтобы участвовать в конкурсе на поступление, но не всегда достаточно для того, чтобы поступить на бюджетную форму. Поэтому я рекомендую вам сделать все возможное, чтобы ваша цифра итоговая по тесту была как можно ближе вот к цифре 100. Между 50 и 100, но как можно ближе вот к 100 баллам. Чтобы сдать этот экзамен, нужно зайти в систему. Первый вход в систему осуществляется через логин и пароль, который вы получите по электронной почте. Поскольку иногда такие сообщения улетают в спам, проверяйте обе папки, и входящие, и спам. Как получить логин и пароль, мы с вами рассмотрим чуточку позже. Но когда вы их получите и будете входить в систему, обратите внимание, что система предложит вам при первом входе в учетную запись поменять пароль. Значит, если вы меняете этот пароль на свой, пожалуйста, запишите его куда-то, зафиксируйте или сделайте его очень запоминаемым, так, чтобы потом его вспомнить, когда будете заходить на тестирование. Помните, что поскольку вы сдаете дистанционно, то необходимо идентифицировать вашу личность. Поэтому перед каждым экзаменом, в данном случае перед нашим экзаменом, нужно сфотографироваться и со своим документом и прикрепить цветное фото, где будет видны и ваше лицо, и главный разворот паспорта, там, где фото и фамилия, имя, отчество. Проверьте, чтобы на фотографии все было четко видно. И ваше собственное лицо, и фотография на паспорте идентифицировалась с вашим лицом, и чтобы четко были видны ваша фамилия, имя, отчество. Значит, еще раз помним, да, время, хотя их будет достаточно много, но оно ограничено. Попытка одна, поэтому за временем следите. Теперь, как получить, собственно говоря, эти логин и пароль? Для этого нужно зайти в свой личный кабинет, который у вас, безусловно, есть. Вот, то есть должно быть ваше имя, фамилия, да, где условно Анатолий. Значит, нажать на вкладочку «Абитуриент», и там вы найти раздел «Нормативные документы». Вот вы ее нажали, они открылись. Ищем, в этой информации находите вот инструкция о получении логина и пароля для прохождения вступительных испытаний. Вы можете открыть инструкцию онлайн, прочитать,
А еще лучше ее скачать. Чуть ниже у вас есть, видите, да, галочка где стоит, возможность скачать эту инструкцию, еще раз ее внимательно, четко прочитать, может быть, даже где-то кому-то нужно ее распечатать, чтобы вот уже потом ее получить. Итак, вы получили логин и пароль, вы теперь знаете, как осуществить первый вход в систему. Далее нам нужно понять, когда вам сдавать этот экзамен, этот тест. Можно зайти сразу из своего личного кабинета. Видите, чуть выше расписание вступительных испытаний для, ну, здесь написано для бакалавриата специалитета, у вас будет написано для магистратуры. Соответственно, вы нажмете на расписание и зайдете сюда. Выглядит ваш кабинет будет точно так же, как и у тех, кто поступает на бакалавриат. Или вы можете зайти через сайт, не через личный кабинет. То есть открываете сайт приемной комиссии abiturbspu.ru, находите вкладочку магистратура, выбираете ее, и среди выпавшей информации, вот здесь она у вас справа, у вас будет занимать все место, находите расписание вступительных испытаний, нажимаете. И среди вступительных испытаний выбираете наш экзамен. Вот, ищите в левой колоночке, вот написано комплексный экзамен по направленности теории и практика переводческой деятельности. И далее смотрим, значит, и видим, что если вы подали документы до 6 августа, то день доступа к тесту у вас 11 августа с 10 утра до 10 вечера. Но поскольку тест выполняется час, чтобы у вас было достаточно времени, время последнего захода в систему это 9 часов вечера. Далее система отключит доступ автоматически. В 10 часов она прекращает работу. Если вы по уважительной причине, накладки с другими экзаменами или еще по каким-то, не можете сдавать 11 августа и указали это, сообщили об этом приемной комиссии, то вы можете сдавать в резервный день 17 августа. Но в резервный день времени на доступ меньше, поскольку вы видите, да, доступ к тесту будет с 10 утра до 5 часов вечера. А соответственно время последнего захода в систему для выполнения теста будет 4 часа дня. Если вы подали документы с 7 августа, то день тестирования, доступ в систему будет открыт 18 августа. Также с 10 утра до 10 вечера, также время последнего захода в систему 9 часов вечера. Опять же, если вы по уважительной причине не можете сдавать 18 августа, то резервный день для вас будет 21 августа. Также с урезанным расписанием с 10 утра до 5 часов вечера. Время последнего захода в систему 4 часа дня. Теперь мы знаем, как у нас есть пароль, логин и пароль. Мы знаем, вернее, когда нам сдавать. Теперь нам нужно понять, как подготовиться, что входит в испытание. Можно сразу из этой таблички, видите, да, зайти напрямую на программу. Кликнуть по ней, вы выйдете на программу вступительного испытания. Если у вас нет такой возможности, или вы по каким-то причинам уже закрыли эту страницу, можно зайти не через личный кабинет, не через расписание, можно опять через сайт вернуться. Значит, снова это сайт приемной комиссии, да, abiturbspu, также магистратура нажимаем и выбираем информацию с программы вступительных испытаний в магистратуру. Значит, соответственно, здесь все вступительные испытания во все магистратуры. Находите наш экзамен с вами, вот он, программа вступительных испытаний, теория и практика переводческой деятельности. Нажимаете. У вас выходит программа. Здесь она не вся, здесь только выдержки из нее. Вот так будет выглядеть первая страница. Далее идет информация о требованиях к вашему техническому устройству и о том, о тех ограничениях, которые существуют во время сдачи теста. Пожалуйста, прочитайте, чтобы вы понимали, в результате чего могут быть аннулированы, например, результаты ваших вступительных испытаний. Далее более подробно проводятся все те разделы, которые у нас были обозначены на первом слайде.
по знанию. Здесь вот предъявлено, знатие грамматики и лексики в первую очередь проверяется. И здесь, посмотрите, вот здесь представлено, например, что входит в грамматических. Да? То есть, например, времена, согласование, страдательный залог, сослагательное наклонение, модальные глаголы и так далее. Точно так же дальше пошел синтаксис уже у нас с вами. Точно так же расписан раздел лексический в программе. То есть более подробно можете посмотреть, какие требования предъявляются к словарному запасу абитуриента, поступающего на уровень магистратуры, теории практики переводческой деятельности. Как примерно выглядят задания? Они есть и в программе. Значит, вы видите, что все задания закрытого типа, то есть вам нужно только выбрать правильный ответ. Ну, например, вот первое задание, очевидно, вы видите, да, что на лексическое знание лексики. I always milk in my coffee. Have, eat, cook или make. Какой из этих глаголов вы выберете, чтобы можно было правильно сформулировать это предложение. Знаете ли вы это значение? Да? Или, например, мы с вами возьмем последний вопрос. Nick is used to alone. Значит, что нужно вставить, чтобы получилась грамматически правильная конструкция, имеющая значение live, having lived, to be living или living. Значит, вы выбираете один из вариантов ответов. Примерно так будут выглядеть все эти задания. Я думаю, что если вы будете внимательно вчитываться в вопросы и тщательно выбирать ответы, то у вас будет замечательный результат. У нас достаточно бюджетных мест, чтобы отобрать самых лучших и самых замечательных абитуриентов. Ну, на этом у меня все, собственно говоря. Если у вас возникли какие-то вопросы в день консультации, вы можете мне написать на почту, она представлена вот на слайде, да, вы видите yulia.aryusupova@yandex.ru, либо написать мне в WhatsApp по телефону 917 34 59 154, предварительно прописав, что вы абитуриент, значит, такое-то направление, и у вас вопрос по вступительному испытанию. Обязательно. Дальше уже сформулируйте вопрос, иначе программа у меня в телефоне отсечет ваше сообщение как спам. Можно посмотреть, если у вас вопрос, вы считаете, носит общий характер, он часто может задаваться на сайте приемной комиссии, там же abitur.bspu.ru, во вкладке «Часто задаваемые вопросы». Или, если у вас нет доступа к интернету, я рекомендую заранее записать этот телефон, день сохранить, по горячей линии приемной комиссии. Значит, 8 347 287 9999. Запишите, и в случае отсутствия доступа к интернету вы сможете всегда позвонить на горячую линию, и вам обязательно ответят. На этом у меня все. Я желаю вам удачи. И мы, конечно, хотим видеть самых талантливых, самых активных и самых способных абитуриентов в рядах уже наших магистрантов. Удачи, до свидания.